Ну, добрый день. Ага. Вот я приехал по заданию первого президента Республики Михаила Ефимовича Николаева. Мгм. Вот по его заданию мы в феврале проводили совместное заседание Общественной палаты Республики Саха-Якутия и Высшего совета старейшин вот по вопросам, которые он осветил в своей статье по пространственной экономике, в которой он отмечает роль усадебного хозяйства вот, и семейной экономики, а также путей выхода из бедности, да, для населения республики. И в этой связи я хотел бы попросить вас рассказать два основных момента. Какая работа у вас ведется в городе Алекминске. Ну, во-первых, осветить коротко сам город Мгм. Алекминск, да, рассказать. И, во-первых, осветить, какая у вас работа ведется по э, семейной экономике, да, как вы помогаете людям налаживать свои усадебные хозяйства. И второй вопрос – это какие у вас меры по оказанию содействия, по выходу, например, из бедности. Особенно Михаила Ефимовича интересует механизм социального контракта, потому что он все-таки показал свою скажем так, практичность, да, и есть определенные показатели того, что люди, получающие деньги по социальным контрактам, они могут реально выйти из бедности. Так, пожалуйста. Вот вначале представьтесь и... Так, ну меня зовут Щегляков Сергей Евгеньевич, являюсь заместителем главы города Алекминска Масиной Альбины Михайловны. Ну, что сказать про Алекминск? Алекминск — это потрясающий исторический город. В прошлом году нам исполнилось 385 лет. В такой тяжелый год пандемии мы немного юбилей праздновали. Большую работу сейчас мы ведем по тому, чтобы город Алекминск вошел в число исторических поселений Республики Саха-Якутия, потому что там тоже есть определенные преференции, определенная поддержка со стороны государства выделяется на развитие именно исторических поселений. Также мы, вот как после победы на всероссийском конкурсе малых городов исторических поселений, вошли в число малых городов России, да, в число ведущих малых городов России. Что касается работы с семьями, но работа ведется активно, начиная с первого рабочего дня, да, этого года начали уже приглашать семьи, да, через посредством заключения соцконтракта собираем документы на выплаты. За 2020 год у нас порядка 74 семьи получили выплаты. М, Это прямая поддержка населения, да, это на продукты питания, на одежду. То есть я думаю, это очень, очень существенная поддержка, которая оказывается нашим семьям со стороны государства. Также два социальных контракта больших. Первый — это мы сегодня посетим индивидуальную предпринимательницу. Она открыла свой салон парикмахерских услуг. Это мгм. тоже одной из ключевых вообще, да, сфер в городе является. Ну и также одна семья у нас по соцконтракту обустроила личное подсобное хозяйство. Это как раз таки о том, о чем говорил Михаил Николаев. Вот. Ну, как бы такие ключевые понятия. Мы сегодня проедемся, посмотрим. Я думаю, и когда своими глазами это все увидим, это будет наглядно, понятно. И вот как-то так. Мгм. А вот как численность населения города, как демография? Ну, демография растет понемножечку, именно города. Да. Ага. У нас и рождаемость достаточно хорошая. И у нас, допустим, даже в администрации города за один год 5 детей. 6 детей в администрации города М, принесла городу. м, Коллектив молодой. мгм, Вообще у нас население всего муниципального образования 10 536 человек, ну, по статистическим данным. Так, конечно, больше, и все равно из деревень приезжают люди, здесь постоянно проживают. То мгм, есть мгм, по факту у нас больше населения имеют. мгм. Ну, развиваемся, растем. А сотрудников нефтегазовых компаний, здесь сотрудники нефтегазовых Мгм. компаний живут в городе Алекминске? Да, у нас есть так называемые нефтяников дома. Да, там Ага. непосредственно они у нас по коммерческому найму квартиры снимают. Мгм, Ну, приносят тоже определенный доход в мгм. город. Ну, это тоже своего рода поддержка, дополнительный доход Ага. городу, сдача квартир в аренду.
Мгм. А вот у вас по ВСТО насосной станции не было, да? Или Насосная она на станция той, на что? вот для перекачки нефти по У нас трубопроводу? есть отбор нефти на нефтебазе, Отбор да, нефти, отбор да? нефти идет Ага. А, на нефтебазу, и мгм, это же нефть снабжает, и в том числе котельные мгм. здесь, тоже по То есть они не контракту. на нефтяном топливе, да? Да-да-да. Ну, не, Мгм, не все, но сейчас стараются максимально на нефтяное топливо переходить котельные по мгм, максимуму. мгм, А те, кто на не нефтяном топливе, они на каком? Уголь, На все угле на до сих угле, пор, да. да? Возим уголь. Ну, Уголь есть, ну, в городе уголь либо нефть. Вот два мгм. вида топлива. То есть воздух чище стал немного после перехода на нефть? Ну, думаю, да. Вот, допустим, я вот ездил в Нюрбу, Мгм, буквально месяц назад мгм, гостил, и там очень большая котельная на угле, прямо на мгм, новом парке. Вот мгм, глава рассказывает, что снег черный весь. То есть у нас мгм. такого черного снега, думаю, вы не увидите. Ну, Да. сейчас весна, конечно, он Ну да. подтаял черный. Ага. А так вот зимой снег чистый, поэтому это наглядно видно. То есть экология улучшилась. Мгм. Ага. Ясно. Вот. А так вот, например, число семей с доходами ниже прожиточного минимума у вас. Но мы вот сильно такую статистику ведем только исходя из тех, кто к нам обращается. Мгм, Вот все, кто к нам обратились, 74 семьи, да, по-моему, м, 74 семьи, они у нас помощь получили. Вот как бы мгм. в таком плане ведем статистику. Ага. Но кто не обращается, значит, ну, Ну, более-менее, пока, да? да, пока они не нуждаются Ага. в той или иной мере поддержки, либо ее получают уже из других источников. Ага. Вот я обратил внимание, мы здесь не были где-то лет 7, наверное, в Алекминске, М, да? Этот, я смотрю, большое строительство идет в городе. Вот это какие у вас объемы строительства? Так, ну вот по строительству домов, если говорить, Мгм, да, по мгм, домам, значит, мы ввели 76-квартирных два дома. ага, Вот сейчас второй дом 76-квартирный, он сдается буквально вот уже на днях. мгм, Ключи будут люди получать. Там же рядышком будет строиться 56-квартирный дом. мгм, И еще дальше еще 76-квартирный дом. То есть это вот все по программе переселения из ветхого аварийного жилья. ага. И А вот получение усадеб, например, под ИЖС. по ДЖС у нас, ну, в первую очередь, конечно, многодетные. Мгм, Многодетные. У нас вот один квартал развиваем местность Поповская. мгм, Первая, вторая очередь. Все-таки хотим сейчас полноценно там закончить работу. Там очень большая проблема была с освещением. мгм, Вернее, сначала с электричеством. Не было мгм, электричества. Подключили, сделали электричество, подвели туда мгм, через программу Министерства строительства. мгм. Мы уже из своих, из муниципальных бюджетных средств в позапрошлом году сделали освещение на первой очереди Поповской. И в этом году планируем еще освещение сделать на второй. То есть весь этот большой микрорайон, где именно многодетные семьи проживают, мы полностью его оснастим уличным освещением. Мгм. Ну и как бы такой третий этап, это уже будут дороги. М. Дороги, потому что, ну, сами понимаете, там всегда всю жизнь пшеницу сажали. То М. есть там грунт, он такой очень мягкий, плавающий, и в такие вот периоды распутицы, как весна, вот, Мгм. дожди, дороги, конечно, оставляют желать лучшего. Вот М. мы в этом направлении работаем. Также у нас сейчас развиваются еще два новых квартала, Мгм. планируем. Мгм. Тоже подъезжается, это вот как по дороге в порт, Мгм. с левой стороны, если от порта ехать, там Мгм. вот маленькие такие стоят елочки. Вот Мгм. этот квартал тоже планируется под ИЖС сделать. М. И в местности села Селиваново, тоже большой. Там порядка 50 участков, ну и там тоже порядка 70 участков, которые под ИЖС будут То есть строиться. очередь есть вот на получение участков или Да, нет? у нас очередь есть, там порядка, по-моему, 100 семей, если я не ошибаюсь. Ну, семьи появляются, скажем, очередь все растет и растет, но мы стараемся максимально, вот, допустим, у нас как только участки высвобождаются, Мгм. мы их сразу резервируем за многодетными, Мгм. и кто к нам обращается за получением, мы вот предлагаем, вот есть такой участок, если готовы, то берите. В Мгм. прошлом году вот прямо здесь вот недалеко в центре по Яковлевой улице взяли участок семьи многодетной. М. Здесь по Бабкиной улице тоже дома многоквартирные снесли, Мгм. и там многодетный участок себе взяли. А, Вот единственная проблема, что они потом эти участки продают. а, бывает, да, Да, такое? то есть вот, Ага. может, квартира есть, дом уже строить не хочет, а земельный участок взял. Ну, Ну да, это их здесь, право, как бы, ну тоже да. своего рода поддержка, денежная Ага. поддержка многодетных Ага. семей. Ага. Вот поэтому такая работа плотная у нас идет. Вот, а самая главная проблема вот города, там, ну, скидку, две-три главных проблемы города. Самая главная проблема, А, с которой мы все боремся и стараемся изыскать средства из всех источников, это, мгм. конечно, дороги. М. С дорогами беда.
беда даже не в том, что мы не хотим или что-то сделать, просто транспортная доступность. Вот, допустим, у нас в 2019 году выделили средства на асфальтирование дорог. Мы сделали с своей стороны все. Мы сделали техническую экспертизу, мы сделали проект, мы прошли экспертизу проекта, защитили заявку в Минтрансе, нам выделили средства, но первый аукцион же и не состоялся из-за отсутствия подрядчика. Потому что транспортная доступность такая, что асфальтирование сюда везти делать дорого очень. Это надо битумы, щебенку. Сейчас только вот недавно начали щебенку делать. Щебенки тоже не было. Все надо рекой везти. Материалов вообще нет. Карьеров нету, получается. Карьеров нет. Потом второй подрядчик, два подрядчика заявилось. У нас жалобщики из Центральной России на нас напали и аннулировали аукционы. В итоге мы к осени отторговались. Подрядчик недобросовестный, мы с ним в итоге еще у него деньги отсудили, потому что он нам все контракты сорвал. Вот, как-то так. То есть вот проблема с подрядчиком, но сейчас мы с Минтрансом вроде понимания нашли в этом вопросе. Вот то, что у нас карьеры новые появились, тот же щебень, да, делают здесь уже на месте. Если сейчас наша заявка пройдет, буквально 31-го вчера подали заявку, и надеемся на то, что у нас в городе появится асфальтовый завод. Вроде как потенциальные подрядчики уже есть, которые конкретно заинтересованы зайти в Алекинск в случае объемов. Ну и также вот благодаря тому, что вот у нас центральная дорога Умнос, она идет республиканского значения, планируется тоже капитальный ремонт полностью всей центральной дороги. Это тоже, думаю, значительно улучшит вообще облик города в целом. Потому что там удалось, если раньше было понятие, что вот дорога Умнос, и все, дорога, то сейчас мы это понятие немного после долгих переговоров расширили и включили в это понятие в том числе и канавы водоотведения, что очень важно для обустройства дорог, освещение и тротуары. То есть это будет уже полноценная улично-дорожная сеть. Очень хорошо будет. Ну, теперь осталось это все дождаться реализации проекта. Там, по-моему, в 2022 году нужно, в конце 2022 года завершить реализацию. Ясно. А следующая проблема? Вот после... Ну, вторая по очереди, как везде, дороги и собаки. По собакам у нас люди есть, которые занимаются собаками, да, но нету хорошей базы питомника. Ну вот по закону Бурматова вы же должны делать питомник же. Да. И на одну собаку 14 тысяч рублей в месяц. Должны ее содержать, кормить, поить, потом вакцинировать, кастрировать и отпускать. Да. Ну вот мы эту процедуру проводим с сентября месяца примерно, с сентября-октября, вот именно по этой схеме. Но так как у нас полноценного питомника нет, мы сделали как? У нас есть уличные вольеры, мы взяли старую сторожку, теплую, и ее обустроили под приют. То есть там, допустим, мы ловим собак, возим их в ветеринарию, там с ними проводят все вот эти вот манипуляции, там, ну, все, что надо, делают, привозят туда, в теплое место. Там они неделю, там 10 дней отлеживают, смотря кто в теплом помещении. В теплом помещении. Мы их переводим в уличный вольер, когда ветеринар нам добро дает. И потом отпускаем на улицу. Как бы вот так выкрутились, но опять же, в прошлом году товарищ Бурматов сделал запрос в республику, депутатский, и прокуратура все муниципалитеты проверила, и кучу нарушений выявила. Ну да. То есть это уже нарушение, то, что мы вот так вот таким образом. То есть у нас должен быть приют полноценный, с отведенным участком и так далее. Но, к сожалению, денег на этот приют никто не выделяет. Нет, а правительство вам дало деньги какие-нибудь на собак? Только на отлов. Только на отлов и содержание. В прошлом году, в феврале, Общественная палата города Якутска проводила заседание, и там было 76 миллионов предусмотрено на всю республику. Вот вам что-нибудь, вам только на отлов чуть-чуть дали, да? Отлов и содержание, пока вот они содержатся вот перед отпуском на улицу обратно. Но содержание по 14 тысяч на голову? Нет, там содержание... Ну, если в общем смотреть, то да, в пределах, а вот именно на кормежка стоит 2 800. В месяц? В день? В день 2 800. На одну собаку, что ли? Ну, это же зарплата, цветом и так далее. Это по расценкам управления ветеринарии. По тем раскладкам, которые они нам дают. И эти деньги вам все-таки 550 в день, и там выходит, что вот 2 800 за это время, пока она содержится. 550 в день.